Многие двери закрыты в нашей жизни. Чтобы открыть эти двери, есть ключ, который называется «Астагфируллах». Что же значит «Астагфируллах»? Это значит: «О Аллах, я ищу Твоего прощения, прости меня». Вот что это значит. Среди нас, мусульман, есть недопонимание. Мы думаем, что только когда мы знаем, что совершили грех, только тогда мы должны говорить «Астагфируллах», раскаяться. Нет. Это не ограничивается только тем, когда ты совершил грех. Даже если ты не совершил греха, по твоему мнению, ты все равно должен пройти с «Астагфируллах», потому что это ключ к дверям блага этого мира и следующего. Вот почему ты и я, мы твердо верим, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был безгрешен, не запятнан ничем, и он был идеален. Он лучший из творений Аллаха, благороднейший из всех пророков, мы верим в это. Тем не менее, если ты посмотришь на его жизнь, слова, утверждения, в хадисе говорится, он просил прощения у Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, более 70 раз в день, а иногда 100 раз в день, согласно некоторым хадисам. Почему? Зачем кому-то, кто не запятнан ничем, безгрешен, идеален, говорить: «Я молю тебя о прощении, о Аллах», когда нечего прощать? Вы когда-нибудь задумывались об этом? Это потому, что «Астагфируллах» — это ключ к дверям благ этого мира и следующего. Чего бы вы ни хотели в вашей жизни, просите прощения у Аллаха. И просите Его так, что вы действительно этого желаете. Не нужно просто за один раз сидеть и говорить 100 раз «Астагфируллах» или 1000 раз, даже не понимая, что это значит, без концентрации. Даже говоря это один раз, понимая это, осознавая, то это намного сильнее, чем если вы сядете и будете говорить это много раз, без всякой концентрации. Вот почему мы говорим: используй свой родной язык. Пусть это английский, пусть малайский, пусть это китайский, без разницы, какой язык это может быть. Если ты находишь трудность в понимании «Астагфируллах» на арабском, говори это на своем языке: «О Аллах, прости меня». Ты почувствуешь силу этого: «О Аллах, прости меня». Повторяй это, когда ты идешь в мечеть, когда ты покидаешь мечеть, после твоей молитвы. Повторяй это в своей машине, в общественном транспорте, когда ты дома, когда ты на кухне, когда собираешься поесть, когда одеваешься, когда, знаешь, ты делаешь что угодно, когда ты на работе, во время ходьбы, разговора: «О Аллах, прости меня». Повторяй это 100 раз в день. Это откроет тебе двери из всех трудностей, которые ты испытываешь. Из всех трудностей перед тобой. У тебя финансовые проблемы? Повторяй: «О Аллах, прости меня». И проси прощения у Аллаха. Если ты знаешь, что совершил большой грех, тебе нужно просить личное прощение Аллаха по каждому пункту твоего греха, про который ты знаешь. И если ты совершил грех, про который ты даже не знаешь, то говори: «О Аллах, прости мне грехи, о совершении которых я даже не знаю». Я молю тебя о прощении, о Аллах, за то, чего я даже не знаю. Итак, очень важно делать это, мои братья и сестры. Это настолько сильное высказывание, что, клянусь Аллахом, оно может привести вас прямо в рай. Если ты в день своей смерти, а однажды мы все умрем, если мы повторяли: «О Аллах, прости меня» каждый день, это значит, что в день моей смерти я тоже говорил это. И как часто я это говорил? Каждая просьба о прощении записывается, а когда это записано, и мы предстанем пред Аллахом, субханаху ва тааля, все записи будут пред Аллахом, субханаху ва тааля. Он знает и он увидит, что этот человек перед смертью в тот день сказал: «О Аллах, прости меня» 30 раз. В таком случае ты думаешь, что Рауф, Рахим, Рахман, Рахим, Гафур, Рахим, самый милостивый, благодетельный, прощающий, не простит тебя? Ты думаешь, он бросит тебя в адский огонь? Он сказал: «О Аллах, прости меня» так много раз, но нет. Я не прощу его, выгоню его. Нет. Аллах никогда не отвергнет твое искреннее покаяние, никогда и ни за что. Запомни это. Кто-то может спросить: ты рассказал нам что-то настолько сильное, настолько хорошее. Откуда мы это взяли? Это очень хороший вопрос. Мы взяли это из Корана и сунны Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Я уже рассказал вам хадис Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и что он делал. Теперь давайте взглянем на Коран, на суру Нух. Аллах, субханаху ва тааля, рассказывает о пророке Ное, мир ему, Нух. И Аллах говорит: он говорил своему народу определенные высказывания и рассказывал им о пользе определенных вещей. И эта вся история повторяется в Коране. Когда Аллах повторяет историю в Коране, Он не делает это просто так.
Вы думаете, что в Коране сказки, что вы просто прочитаете историю и скажете: ладно, я дошел до истории о Ное, и это была очень сильная история, люди умерли, а далее, ну вы знаете, он выжил. В этом история. Это не является моралью истории. Вы должны извлечь урок. Это самое важное. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. В суре Юсуф Аллах говорит: поистине, в историях предыдущих пророков есть уроки для тех, кто размышляет. Если у вас есть интеллект, обратитесь к истории. Спросите себя, почему Аллах разместил это здесь? Потому что Он хочет, чтобы я извлек урок. Какой урок? Начни извлекать урок один за другим, а если не знаешь как, то обратитесь к ученым ислама, они помогут вам извлечь уроки из этих посланий. Итак, Нух, алейхиссалям, говорит: فقلت استغفروا ربكم. «Я сказал своему народу: скажите астагфируллах, обратитесь к Аллаху, просите Аллаха о прощении». Те же изречения, которые мы произносим сегодня. Какая же мораль сегодняшнего послания? Астагфируллах. Ищите прощения у Аллаха. Это мораль.